тем на занятие Александр Сергеевич Пушкин «Что за прелесть эти сказки». На этом занятии мы еще раз перенесемся в волшебный мир пушкинских сказок. Ребята, 6 июня 1999 года исполняется 200 лет со дня рождения гениального русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Эту знаменательную дату будут отмечать во всем мире все, кто любит и читает Пушкина. Все мы любим сказки, да? В детстве Александр Сергеевич Пушкин с большим удовольствием слушал народные сказки, которые ему рассказывали его любимая няня Арина Родионовна и бабушка Мария Алексеевна. Читая «У лукоморья дуб зеленый», мы переносимся в сказочный мир, где встречает нас прекрасная царевна, загадочная русалка, баба-яга с кощеем бессмертным, избушка на курьих ножках, говорящий кот и разные другие чудеса. Вот так вот. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, налево сказку говорит, там чудеса. Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Там лес и дол видений полны, там о заре прихлынут волны на берег песчаный пустой, и 30 витязей прекрасных чередой из вод выходят ясных, и с ними дядька их морской. Там королевич мимоходом пленяет грозного царя. Там в облаках перед народом через леса, через моря колдуют. Они жили в веткой землянке ровно 30 лет и 3 года. Старик ловил некогда рыбу, старуха плела свою пряжу. Раз он в море закинул, пришел мимо сухой тени. Он в другой раз закинул, пришел мимо травой морской. Третий раз закинул, он пришел мимо сосной рыбкой. Непростой рыбкой, как смотрится золотая рыбка, это молвит человечья. Отпусти, достать меня в море, проводи себя домой, откуплюсь, чем только пожелаю. Удивился старик, испугался, он наплачил 30 лет и 3 года, и не слышал, что рыба говорила. Отпустил он рыбку золотую и сказал ей ласковое: Бог с тобой, золотая рыбка, мне твоего откупа не надо, ступай себе в синее море, гуляй на просторе. А родился старик от старухи, рассказал ей великое чудо. Я сегодня был и рыбу поймал, золотую рыбу, непростую. По-нашему говорила рыбка, отпусти, домой в синее море просил. Откупалась, чем только пожелаешь. И посмел я взять с нее луком, так и отпустил по синему морю. Старика старуха заплакала. Донатина ты, простофиля. Нет. Донатина ты, простофиля, не умеешь ты взять руку на целуке. Хоть бы взял корыто, наши-то совсем раскололось. Вот пошел он к синему морю. Видит море слегка раскололось. Стал он влекать золотую рыбку. В глазах его рыбка страшна. Чего тебе надо, блистать? Есть поклоном старик отвечает. Смилуйся, государыня рыбка, разбронила меня моя старуха. Не дает старику покою, надо на ей новая корыта. Она что-то совсем раскололась. И сейчас ступай себе с Богом, будет там новая корыта. Родился старик от старуха и старуха новая корыта. Еще будет старуха.
простофиля. Выбросил Буратино ты в ковите много ли корысти. Воротись, Буратино, ты к рыбке, поклонись ей, выпросить у избу. Спасибо. Садитесь. Третье какое было желание, так, Коля? Стать с тобой дворянкой. Полный ответ. Старуха. Старуха хотела стать с тобой дворянкой. Так, четвертое желание какое было, Тимон? Она хотела стать царицей. И пятое, последнее желание какое было у старухи? Тимушка? Она хотела стать владычицей морской. Морскою. Морской. Ребята, а почему рыбка не выполнила последнюю просьбу старика? А тут? Она хотела быть свободной. Еще. Так, Коля? Она золотая река не хочет служить старикой. Старухе, да? Еще как все скажем? Хорошо. Что выходим? Пес залаял, и девица видит. Низшие чиновницы ходит по двору рукой отгоняет. Постой, бабушка, постой немножко. Пригрожу сама я псу и кое-что тебе снесу. Отвечает ей черница. Ох ты, гибель подивился, пес проклят не одолел, чуть до смерти не заел. Посмотри, как он хлопочет, едь ко мне. Царевна хочет выйти к ней и хлеб взяла. Речка лишь сошла, пес ей под ноги и лает, и к старухе не пускает. Лишь пойдет старуха к ней, он и снова ей не Что за чудо? Видно, выспался он худо. Наш лови. Благодарствую, Бог тебя благословит. Вот зато тебе лови. Царевне наливной, молодой головой. Прямо яблоко летит, прыгнет, и царевна выпорюся, радость будет слышать яблочко, мой свет, благодарствую. И царевна на крыльцо пес бежит и ей лицо. Жалко смотрит волка мой, сердце песней мой. Словно хочет ей сказать, бойся она его ласкать. Треплет нежной рукой. Что, соколка, что с тобой? Ляг. И в комнату вошла, дверь тихонько заперла. Под окном на пряжу села, стать хозяин, оглядела все на зеркало. Она все успела руками, так свежо и так пушисто, так румяно золотисто. Будто медом налилось, видно семечки на соль. Подождать она хотела, до обеда не терпела. Руки яблочко взяла, стаканом губком поднесла, потихоньку прокусила и кусочек заколотила. Вдруг она, моя душа, пошатнулась не дыша, первые руки опустила, плеть румяный уронила, закатились глаза, и она на глазах головой на лавку пала и дыхание вкусно дыхала. Ну хорошо. Садись сюда. Не было, ему всем было, но зато когда помнила свое равное и равнила. Хорошо. Что? Зека Саватье, ты, конечно, спору нет. Ты царица всех милей, всех румяней и белей. И царица хохотать, и плечами пожимать, и подмигивать глазами, и прищелкивать перстами, и вертеться под бочах, гордо в зеркальце глядясь. Молодец. Расцвела белолистая черноброва, нрава короткого рукава, и за них сыскался эй королевич Елисей. Хорошо. Аля, скажешь мне в ответ, не беда, чем ты мне светит, ты царевна молодой, не жена. Хорошо.
слепой, любя, звезды смотрят на тебя. Аля, скажешь мне в ответ. Кто тут нарисован? Царица. А что она делает? Разговаривает с девушкой, да? Так, этот рисунок из какой сказки? Так, рисунок Дины Романовой. А тут? А что мы тут видим? Черницу, так. И молодую царевну и сапога, да? Хорошо. Да, А сейчас вот отрывок из сказки. Сказка о работе, о попе и о Сове Салтане. Прочитает вам мать. Желанная страна, вот уж и старинная. Вот на берег вышли гости, там зовет их в гости. И за ними во дворец полетел наш удовец. Видит весь сияет сладкий Салтан сидит правитель. На престоле и держит красивый листвы. Отпочива с поварихой, со сватей бабой говорихой. Около царя сидят 14 ребят. Царь Салтан гостей сажает, да свой стол и возвращает. Ой, вы гости, господа, долго ездили куда? Славно, когда море мир худо, и в какое в свете чудо. Мы объехали весь мир, море ничего не скажешь. В свете пришло какое чудо. Остров на море лежит, город на острове стоит. Каждый день идет там дивы, море гуси бурливо, так кипит подымет бой, расплеснется в скором беге, и останется на береге 303 богатыря, в чешуе золотой горя, море, все красавцы молодые, великаны удалые, все равны как мы. Старые дядки черноморские, Ну не торопись. остров, там холмы. Быстро медленно дошли. А сидит? Сидит там медленно, он и сладкий. Сам Салтан сидит чудо. Коль жив я только буду, чудный остров навещу и у меня запогощу. Ага, ну хорошо, садись. И значит, Ильич Пушкин. Так, Погонор, перевод на японском языке. Также, ребята, есть еще и записи сказок Александра Сергеевича Пушкина. Вот, послушайте. издание 1903 года. А сейчас какой год у нас на дворе? 1998 год. А книга издана в каком году, я сказала? А ну-ка, 35 лет. Ага. Это не моя книга, а книга моего отца, тоже учителя якутского языка и литературы Слепцова Алексея Ивановича. И вот по наследству досталось мне. И здесь уже, ну, если так посмотреть, то шрифт немного другой. Вот, буквы здесь другие есть. Здесь знакомые вам. Нашего университета, который закончила в 1971 году. И вот уже 28-й год я работаю в школе учительницей. 17-й год работаю в своей вот родной школе. Ну, я простая учительница, но я человек
дисциплинированный, аккуратный. Вот поэтому я думаю, что сколько может быть. С годами я вот пришла к мысли, что вот, например, если ты ведешь литературу, то можно вот, например, программа сделать хорошие конспекты к урокам, которыми можно пользоваться много лет, например. Готовиться, я готовилась вот, и по материалам вот, других учебников, других источников. Не по учебникам, которые мы занимаемся в классе, а по другим источникам. Я подготовила концам сколько? Где-то, да? А это конспект на несколько лет получается, да? И да, тут у меня отдельный тетрадь, посвященный отдельным писателям. Вот это могу я сказать. Теперь первые, вторые, третьи, четвертые места. 2 года я в 94-95 году не получила школу. Вот занимали вторые места по 2 раза. В устных чтениях и потом были рекомендованы республиканские чтения Босова. Из опыта воспитательной работы в 10-м году мне часто давала задание выступать на семинарских занятиях, подготовить, помогает росту педагогического мастерства учителя, мне кажется. Когда его слушает комиссия, он уже порвалась на задание. А здесь у меня вот второй мой. Поэтому развеянные звенья причинности, вот связь его, кверху Бог отчаяния, поэтому затмение, не предугадан календарем. Он тот, кто смешивает карты, обманывает вес и счет. Он тот, кто спрашивает факты, кто Канта на голову бьет, кто в каменном гробу Бастилии, как дерево в своей красе, тот, чьи следы всегда простыли, тот поезд, на который все опаздывают. Ибо путь ко мне, поэтов путь, жря, а не согревая, рвя, а не взращивая, взрыв и злом, твоя стезя, гривастая каждый сей день. Пробьется мое своеволие, меня видишь кудри беспояс, кружение вальса, подснежный вздох, забыть не могу. 1792 года. Имя твое, спица в руке, имя твое, резинка на языке, одно единственное движение губ, имя твое, 5 букв. Мячик, пойманный на лету, серебряный глубинец во рту, камень, кинутый в хитрый пруд, скелетный так, как тебя зовут. В легком шелкании ночных копыт громкое имя твое примет, и назовет его нам весок, злом будет будет. И еще о том, какие дни назовут, как Бог обманет. Расстанешь Александр Александрович Плот родился 16 ноября 1860 года в Петербурге. Отец сержанта юридический факультет. Князь была реакция. Сильная моя уж одинок на раз. Выпуска поэма «Память Сергея Исина». Сергей Александрович Исин родился в 1895 году, 24 февраля. Тележный воздух сейчас. Вместе с деревянным. Жуковский родился 19 июля 1893 года на Кавказе в деревне Лесники. Я вас попрошу, Поистине первой и неизменной любовью Марии Цветаевой был Александр Сергеевич Пушкин. Мало исследований властей тебе, дай нам руку непогоду, помоги в немой борьбе. Не твоих бы звуков сладость вдохновлял. Указатели на одного поэта кроме Лермонтова, в бронзе никого не ставили, что было за головой. Я стою как причастный. Вора, смех, коровы сердца славящим. Раз по... и Цветаевой, и Пушкина тоже. Это путь ко мне. Можем так сказать? Можем, да? Так, и, наверное, поэтому я связала свой урок сегодня с этими словами. Сейчас я хочу, чтобы вы послушали песню в исполнении
Аллы Пугачевой, Марины Цветаевой и подумали, почему